Пустые улицы, закрытые школы. Нет, это не очередной сюжет фильмов про апокалипсис, хотя форма и рюкзаки уже не нужны. Март 2020 года поменял привычный ход вещей. Впервые в истории среднего образования школьники были вынуждены получать знания, не выходя из дома. Я так люблю домашнее обучение! Я задалась вопросом, дистанционка это все же добро или зло? Ответы будем искать вместе. Дистанционное обучение – это мега-прорыв в учебном процессе, но, как у всего нового, у дистанционки есть свои фанаты и свои хейтеры. Вы к какому лагерю себя относите? За апрель и май количество скачиваний некоторых программ взлетели в сотни раз. Порядка десятка образовательных платформ заменили школьные стены. Безусловно, лидер Zoom – платформа для видеоконференций до 100 человек. Чуть отстает по скачиваниям Skype – самая первая программа для видеосвязи. Мы не стали менять формат и связались со школьниками теперь уже привычным образом. Ну и как вам дистанционка? Знаете, можете считать меня консерватором, но я считаю, то, что дистанционка, по крайней мере, в наших реалиях российских, то, что учителя особо не обучены с техникой, не дружат с ней, скажем так, это, очень плохой вариант. Вроде классно, а с другой стороны списываешь почти все работы. Можно прийти на урок, на половину урока и сказать, вот у меня там связь неплохая, я не мог зайти несколько раз. И когда тебя спрашивают, можно вылетать. Есть люди, для которых обычный день – это сходить в школу и вернуться домой. И в случае дистанционного обучения они даже из дома не будут выходить. Ты не видишь своих друзей, ты не можешь с ними пообщаться. В Башкортостане 18% школьников получали бумажные кейсы с заданиями на дом от дежурных учителей бесконтактным способом. Остальные 82% школьников обучались через интернет. Главная проблема такого дистанционного обучения, что у каждого ученика разные возможности. Где-то интернет летает как сверхзвуковой истребитель, а кто-то живет вне зоны покрытия. Не у каждого ученика есть свой компьютер, планшет или любой другой девайс с возможностью выхода в сеть. А на этот случай детско-юношеский телеканал «Тамыр» придумал уникальный проект «Открытый урок». Проект «Открытый урок» выходил в эфир ежедневно сразу на 5 республиканских телеканалов. Создавался он совместно с Министерством образования и науки Республики Башкортостан, ну и, конечно же, детско-юношеским телеканалом «Тамыр». В 10 часов утра перед началом каждого учебного дня мы включали телевизор. Всего получилось целых 35 выпусков. На протяжении всей четвертой четверти мы смотрели проект «Открытый урок». А с какой целью он создавался? Открытый урок – это такие маленькие ролики. Цель у них была, чтобы настроить школьников на учебный лад. То есть они шли перед всеми уроками. Я, может быть, пафосно скажу. Сейчас-то время героев. Во время героев каждый раз появляются и негодяи, и появляются те, о ком всегда помнят. Пол Европы переболел, очень много людей умирало от чумы. И было принято решение, что все корабли, которые прибывают в порт, становятся на карантин. Это 40 дней без выгрузки. Дистаре. Итальянское слово и переводится как «расстояние». Я поднял на плечах верблюда весом 1000 килограммов. Ребята, жевательную поверхность зубов, наши бугорочки и наш режущий край зубов мы чистим вот таким образом. А в принципе правила дорожного движения едины во всем мире. С помощью кушаков башкир мог повязать рану, связать пленника или же управлять конем, если не было у него уздечки. Опыт республики по переходу на дистанционное обучение вызвал интерес, а инициативы были приняты в успешные общероссийские практики. В связи с этим министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин принял участие в круглом столе Московского международного салона образования 2020 года. И по его словам, проект «Открытый урок» в Башкортостане получил широкую популярность. Работаем. Доброе утро, дорогие наши дети. Вчера в Республике Башкортостан был запущен уникальный эксперимент. Все школы республики перешли на дистанционное обучение. Как вы думаете, как повлиял проект «Открытый урок» на образование? Вообще надо сказать, что проект «Открытый урок» был абсолютно уникальный, интересный, но мы, честно скажу, мы до конца не понимали, какой эффект от этого открытого урока получим.
Изначально вообще идея была, что с этого урока будет начинаться учебный день у всех наших школьников. На нашей планете нет ни одного места, которое было бы всегда морем или всегда сушей. То же самое происходит и с нашей республикой. Постепенно море за счет столкновения двух континентов переходит в древние Уральские горы. Могут ли ролики «Открытый урок» заменить полностью урок? Имеете в виду из зажатой информации, я думаю. Но понимаете, в чем дело? На уроках, или там, на парах мы студентам не только даем просто информацию, знания, мы еще и стараемся с ними контактировать, чтобы была какая-то обратная связь, задавать им вопросы и давать им какие-то задания. Наши ТВ-педагоги не только не побоялись выйти в эфир на всю республику, попробовав себя в новой роли, но и нарушить режим самоизоляции. Напомню, что появление на улице в тот момент рассматривалось как нарушение общественного порядка. Нарушитель получал штраф. Во время строгого режима самоизоляции у каждого из съемочной команды был специальный пропуск для выхода на улицу. Также эти ребята работали исключительно в масках и соблюдая социальную дистанцию, ну и проходя термоконтроль на входе. Здравствуйте. Проект «Открытый урок» снимался во время самого строгого режима самоизоляции. Вам не было страшно при съемках? Нет, однозначно не было никакого страха. Во-первых, все санэпидтребования телекомпании «Тамыр» были соблюдены. Сами мы держали социальную дистанцию как минимум 1,5 метра друг от друга. С послаблением режима самоизоляции только неразумные выдохнули, ведь болезнь не отступила. Просто врачи выработали определенный алгоритм действий для того, чтобы эффективно помогать заболевшим. А нам остается не терять бдительность. Медицинские маски, перчатки, обработка рук и поверхности дезинфицирующими средствами все так же необходимые атрибуты повседневной жизни. Вот вы все жалуетесь, сложно говорите было. А думаете, учителям было легко перестраиваться и приспосабливаться к новой реальности? Ни доски, ни мела, а всего лишь малознакомый интерфейс. Итак, шеренга, стройся, равняйся. Так, ну все, самостоятельно у вас есть, даю вам 20 минут. Псс, ботаник, что в первом? Курочки, я тебя вообще-то слышу. Родителей завтра в скайп. 2. Угу. Зат Рафаэлович, а классно, что дистанционка закончилась. Хороший вопрос. Не ожидал, что от вас услышу. Классно. Но на самом деле мы были к нему готовы и не готовы. Была первая неделя сложная. Но все-таки в родных стенах и уже в офлайне учиться намного лучше, чем вот в дистанционный формат. Ответ – да. Мы хотим видеть учеников уже в своей родной школе побыстрее. Дистанционка внесла в нашу жизнь много нового. Например, вот эти мемы. Ученики перед веб-камерами в 8 утра в ожидании начала дистанционного обучения. Думаю, всем знакома такая ситуация. Да, здесь даже как-то посимпатичней, что ли. Это я еще не успел сделать предыдущие миллион заданий по дистанционке, а преподы уже задали новый миллион. На самом деле задавали нам действительно много. Препод, где твоя домашняя работа? Я забыл ее дома. Да, теперь эта отмазка уже не сработает. А мифов о дистанционке так вообще не счесть. Например, этот. Уровень знаний становится ниже. Но это не так. Здесь все напрямую зависит от вас. Учиться можно, когда захочешь. Остальные мифы опровергнут или подтвердят реальные учителя. Хорошо, что во время дистанционки не надо ходить на работу. Да, согласен. В какой-то мере это более демократичный подход к работе. Я не совсем согласна с этим утверждением. Все-таки видеть своих коллег, свой коллектив и своих учеников гораздо приятнее вживую. Конечно, хорошо. Потому что освобождается много времени. С детьми общаться вживую очень хорошо, интересно, в глаза смотреть. Учеников можно банить за плохое поведение. Нет, не согласен. Каждому ученику нужно уделять внимание. Ну, если уж они нарушают поведение, то мы такой метод применяли, да. Выключали звук. Ну, наверное, хорошо, да. Да, всего один раз за то, что ребенок начал комментировать слайды своими словами, поэтому пришлось забанить на время. Силовой стиль в одежде можно соблюдать только наполовину. Да. Да. Я как в школу собиралась,
зашла в Zoom, сидела, наряжалась. Нет, я к такой практике не приходил еще. Это удобно. Не пользовался этим. Круто, когда от рабочего места до дивана пару шагов. Конечно. Когда кофе рядом, когда твои печеньки рядом лежат. Огромный плюс. Абсолютно, да. То есть на перемене я могла немного посидеть, отдохнуть. Дистанционное обучение – это хорошо, но как-то мне было трудновато. На переменках можно отдохнуть лежа. Однозначно ответить на вопрос, дистанционка это хорошо или плохо, невозможно, но основные преимущества и недостатки выделить довольно реально. Плюсы. Мы учимся самообразовываться. Не нужно тратить время на дорогу. Можно учиться везде, где есть интернет. Нет лишних мероприятий, только чистая учеба, никаких дежурств, школьных линеек и всего прочего. Проявлять себя активно могут даже самые стеснительные, ведь дома и стены помогают. Ну а из минусов. Отсутствие технических возможностей, особенно если в семье несколько учеников. Нет жесткого контроля сверху, а, как известно, не у всех хорошо с самоорганизацией. Появляется большой соблазн прогулять не очень интересные уроки. Домашних заданий стало больше по необъяснимой причине. Исчезает личное общение как с учителем, так и с одноклассниками. А представляете, что если дистанционка останется с нами навсегда? Звонки на перемену уйдут в прошлое. Запах пиццы и вкус булочек из школьной столовой останутся лишь в воспоминаниях, а в стенах актового зала навсегда застынет тишина? Жутковато. По вашему мнению, возможно ли такое, что дистанционка останется теперь с нами навсегда? Однозначно нет. Я первый, наверное, буду противник того, чтобы традиционная форма перешла в дистанционную форму. Почему? Первое. Без взаимодействия педагога с учеником, прямого взаимодействия, телесного взаимодействия, душевного взаимодействия, глаза в глаза, невозможно, по сути, социализация и воспитание личности. Второе. Как бы мы ни хвалили дистанционную форму организации образовательного процесса, она не может ни в коей мере полностью подменить традиционную форму образовательного процесса. Четвертая четверть 2020 года была уникальной. За всю историю человечества школьное образование так резко не шагало к техническому прогрессу. Как вы думаете, готовы ли все участники образовательного процесса к такой эволюции? Я думаю, вывод очевиден. Будьте мобильными, соблюдайте дистанцию. До следующего включения.